Добрый день, дорогие восьмиклассники! Мы продолжаем с вами изучать геометрию. И тема сегодняшнего урока – теорема Пифагора. Цель урока – доказывать и применять теорему Пифагора. Сегодня на уроке познакомимся с выдающимся математиком, философом и пророком Пифагором. Сформулируем и докажем теорему Пифагора. Научимся составлять математическую модель реальной ситуации с использованием теоремы Пифагора, решать задачи. Вспомним, какой четырехугольник называется квадратом? Правильно, квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны равны. Как найти площадь квадрата? Площадь квадрата равна квадрату его стороны. Какой треугольник называется прямоугольным? Вспоминаем. Прямоугольный треугольник – это треугольник, в котором один угол прямой, то есть равен 90 градусов. Как называются стороны прямоугольного треугольника? Все вы это знаете. Стороны треугольника, образующие прямой угол, называются катетами. Сторона, противоположная прямому углу, называется гипотенузой. Решим задачу. Пожарные увидели на крыше горящего дома маленького котенка. Котенок жалобно пищал и звал на помощь. Но вот беда. Пожарная машина не может приблизиться к дому ближе, чем на 6 метров. Высота дома 8 метров. Свою лестницу пожарные могут растянуть не более чем на 11 метров. Достаточно ли этого, чтобы помочь бедному котенку? Ребят, сможем ли мы решить эту задачу? К сожалению, нет. Для решения задачи нам надо знать зависимость между катетами и гипотенузой в прямоугольном треугольнике. Эту зависимость подметили еще в глубокой древности и доказали теорему, которую знают теперь почти все школьники. Эта теорема носит имя Пифагора. Послушайте историческую справку. Пифагор Самовский, древнегреческий философ, религиозный и политический деятель, основатель пифагоризма, математик. Родился Пифагор на острове Самос, расположенном в Эгейском море, в 576 году до нашей эры. По совету Фалеса 22 года набирался мудрости в Египте. Во время завоевательных походов на Египет его взяли в плен и продали в рабство. Более 10 лет он жил в Вавилоне, изучал древнюю культуру и достижения науки разных стран. Вернувшись на родину, Пифагор организовал кружок молодежи из представителей аристократии. В кружок принимались большими церемониями, после долгих испытаний. Каждый вступающий отрекался от своего имущества и давал клятву хранить в тайне учение основателя. Так на юге Италии, которая была тогда греческой колонией, возникла пифагорейская школа. Пифагорейцы занимались математикой, философией, естественными науками. Ими было сделано много важных открытий в арифметике и геометрии. Важнейшей научной заслугой Пифагора считается систематическое ведение доказательства в математике и прежде всего в геометрии. Гениальная догадка Пифагора состоит в том, что в геометрии можно выбрать конечное число истин, аксиом, из которых с помощью логических правил выводимо неограниченное число предложений. Так впервые возник аксиоматический метод построения науки. В основе учения Пифагора лежало представление о числе. Пифагорейцы верили, что в числовых закономерностях спрятана тайна мира. Мир чисел жил для них особой жизнью. Числа имели свой особый жизненный смысл. Числа правят миром, говорил Пифагор. Вам, наверное, известны также детские стишки о пифагоровых штанах. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Посмотрите, шаржи из учебника XVI века к теореме Пифагора. Благодаря большому количеству доказательств теорема Пифагора попала в Книгу рекордов Гиннесса как теорема с наибольшим количеством доказательств. Трудно найти человека, у которого бы имя Пифагора не ассоциировалось с теоремой Пифагора. Слушаем внимательно. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. С в квадрате равно а квадрат плюс b квадрат. Теорема Пифагора – одна из главных теорем геометрии и, можно сказать, самая главная. Значение ее состоит в том, что с помощью нее можно вывести большинство теорем геометрии. Рассмотрим доказательства теоремы Пифагора. Классическое доказательство теоремы Пифагора – это использование перестановочного способа. Возьмем 4 прямоугольных треугольника с катетами А, Б и гипотенузой С.
Расположим их так, чтобы гипотенузы образовали квадрат. Площадь такого квадрата равна c в квадрате. Теперь сделаем из треугольников два прямоугольника, направив меньшие катеты друг к другу. Площади получившихся квадратов равны а в квадрате и b в квадрате. И вот в чем весь смысл. Общая площадь фигур не изменилась, ровно как и площади треугольников. Значит, пустая область слева должна быть равна пустой области справа, то есть а в квадрате плюс b в квадрате. А вот доказательство с помощью тесселяции, повтора геометрического рисунка для наглядного визуального доказательства. Понимаете, как это работает? Приостановите видео, если хотите подумать об этом. А работает это вот как. Темно-серый квадрат – это а в квадрате, а светло-серый – b в квадрате. Выделенный синим цветом квадрат – c в квадрате. Каждый синий квадрат содержит в себе кусочки ровно одного темно- и одного светло-серого квадрата, что в очередной раз доказывает теорему. А если вы хотите убедить себя еще зрелищнее, вы можете соорудить вращающийся механизм с квадратными емкостями. Если вы заполните большой квадрат водой и начнете вращать механизм, вода начнет постепенно вытекать в две меньшие квадратные емкости. На что надо обращать особое внимание при применении теоремы Пифагора? Надо убедиться, что треугольник прямоугольный. С помощью теоремы Пифагора можно решать два вида задач. Найти гипотенузу прямоугольного треугольника, если известны катеты, и найти катет, если известна гипотенуза и другой катет. Запишите эти формулы себе в тетрадь. Вернемся к решению нашей задачки. Сможем ли теперь мы решить эту задачу? Конечно же, да. Запишем дано. Дан прямоугольный треугольник ABC. АС – высота дома 8 метров. БС – расстояние от основания дома до машины пожарных. L – длина лестницы. Нам нужно найти расстояние от машины до крыши дома. АБ – гипотенузу прямоугольного треугольника. Если дан нам треугольник, и притом с прямым углом, то квадрат гипотенузы мы всегда легко найдем. Катеты в квадрат возводим, сумму степеней находим, и таким простым путем к результату мы придем. Получили, что АБ равно 10 метров. АБ меньше длины лестницы L. Следовательно, делаем вывод, что лестницы будет достаточно. Ответ: лестницы длиной 11 метров достаточно, чтобы спасти котенка. Задание для самостоятельной работы. Вычислите неизвестные стороны в прямоугольных треугольниках. Будьте внимательны. Давайте проверим ответ. В треугольнике АСБ нужно найти длину гипотенузы АБ. АБ квадрат равно АС квадрат плюс БС в квадрат. АБ в квадрате равно 25. Следовательно, АБ равно 5. В треугольнике МКН необходимо найти длину катета КН. КН в квадрате равно МН квадрат минус КМ квадрат. Следовательно, КН в квадрате равно 25. КН равно 5. Что нового вы узнали сегодня на уроке? Сегодня на уроке мы с вами познакомились с биографией Пифагора, сформулировали теорему Пифагора и доказали ее. Для каких треугольников применяется теорема Пифагора? Теорема Пифагора применяется для прямоугольных треугольников. Это нужно запомнить. В чем заключается теорема Пифагора? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это теорема Пифагора. Запомните ее. Перейдем к домашнему заданию. Домашнее задание. Решите задачу. На берегу реки рос тополь одинокий. Вдруг ветропорыв его ствол надломал. Бедный тополь упал, и угол прямой с течением реки его ствол составлял. Запомни теперь, что в этом месте река в 4 лишь фута была широка, верхушка склонилась у края реки, осталось 3 фута всего от ствола. Прошу тебя скоро теперь мне скажи, у тополя как велика высота? Вычислите высоту тополя. По желанию предлагаю приготовить мини-проекты на тему
Пифагоровы тройки, область применения теоремы Пифагора, различные способы доказательства теоремы Пифагора. Всем желаю удачи и спасибо за урок. До свидания.